Черная гелевая ручка, паспорт и знания, накопленные за все школьные годы. Вот и весь перечень того, что могут взять с собой учащиеся на ЕГЭ. Уже при входе их встречают организаторы. Разумеется, все электронные гаджеты необходимо сразу же сдать. Списки тех, кто сегодня сдает ЕГЭ, составлены заранее. Нужно лишь подтвердить персональные данные, предъявив паспорт. И только после всех этих процедур выпускники заходят в аудиторию. Положи, пожалуйста, потому что не должно лезть. Так, все аккуратненько. Последний экзамен в досрочном этапе сдают 315 человек. Из них информатику выбрали всего 25 учащихся, Заурбек Евлоев в том числе. Выпускник не сумел получить сертификат ЕГЭ с желанным количеством баллов в прошлом году и поступить в вуз. Но эта неудача задала настрой. К экзамену, результаты которого буквально определят его жизнь на ближайшие несколько лет, готовился усердно. Так что в удаче на сей раз не сомневается. В этом предмете каждый год принципиально новые задачи появляются. И сложно, да, честно, приходится. Заранее подготовиться к некоторым заданиям нереально. И я просто подумал, может, я недостаточно старался, я плохо старался, может быть. Всего для экзаменов в 6-й школе определено 17 аудиторий. В каждом из них установлены камеры видеонаблюдения. На всех этажах дежурят федеральные и региональные общественные наблюдатели. Их задача, чтобы проконтролировать ход проведения единого госэкзамена, не допустить каких-либо нарушений. 3 метки были отработаны, как таковых нарушений на данный момент еще не было. Все так же, как и было в прошлом году. Ситуационный центр республики отслеживает и федеральный центр тоже отслеживает камеры. Они работают в онлайн-режиме, кроме камер, находящихся в 1-2 аудитории. Это аудитория, где сдают экзамены участники с ОВЗ, а по закону их снимают только офлайн. Проверить организацию проведения единого госэкзамена приехал председатель правительства республики Зелимхан Евлоев. Команда работает сплоченно. К организации претензий у нас нет. Председатель правительства отметил, что ЕГЭ с каждым разом прогрессирует все больше, и 2019 год не стал исключением. Все организовано на должном уровне, сосредоточиться ребятам, которые дают экзамены, дополнительные экзамены, можно так сказать. Да, единый государственный экзамен, никто не мешает. Пожелал им успехов. Думаю, что у них все получится. Мы сейчас находимся в районе Абигу. Я помню, жители республики помнят, что несколько лет назад эта территория была спорной, были эти самозахваты. А посмотрите сегодня, какие социально важные, красивые объекты построены. Давайте все-таки ценить то, что у нас есть сегодня. И, конечно же, идти вперед, дальше развиваться. И это стало возможным благодаря тому, что у нас есть своя государственность, своя республика. И уверен, что у нас есть большое будущее. Спасибо всем, кто принимает активное участие в развитии, становлении своей государственности. Своим скромным трудом, трудом учителя, пекаря, комбайнера. Вот такие люди создают нашу республику. А наша цель, чтобы наша республика была достойным субъектом среди прочих субъектов Российской Федерации. Экзамен проходит в штатном режиме, никаких нарушений пока не выявлено, то есть нарушение процедуры проведения. Кроме того, мы максимально комфортные условия создаем родителям, которые сопровождают своих детей смотреть автобус. Мы поставили теплый автобус, чтобы они не стояли на улице, ждали своих детей. В общем, на этот момент экзамен проходит в штатном режиме. Ребята, каждого, кто пришел сегодня на экзамен с 8 утра, я встречал сам лично. И, по моему мнению, участники были настроены уверенно и надеюсь, что они очень хорошо сдадут, и этого я им желаю. Помимо информатики, выпускники сдают и обществознания. В этом этапе принимают экзамены по 7 предметам. Результаты по ним будут известны через неделю. А с 5 числа начнется резервная волна, где выпускники смогут попытать удачу еще раз. Шаредат Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24.